Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Глава республики Айсен Николаев встретился с активом деловой России, обсудил перспективы развития предпринимательства в регионе. Благоприятная зимовка скота после засушливого лета. Рабочая группа управления сельского хозяйства ознакомилась с ходом зимовки в Амгинском районе. Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины и вышла в финал чемпионата Европы. Глава республики Айсен Николаев встретился с активом Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В ходе работы были обсуждены перспективы развития предпринимательства в регионе, вопросы налоговой политики, снижения административных барьеров и влияния пандемии на малый бизнес. Отдельное внимание было уделено формированию инвестиционного стандарта в республике. Якутия вошла в число 30 субъектов страны, в которых с этого года начнется внедрение регионального инвестиционного стандарта. Он направлен на стимулирование и развитие делового климата и привлечения инвесторов в регионы. Актив деловой России выразил готовность включиться в эту работу. Деловая Россия очень плотно внедрена в повестку развития предпринимательства, формирования предпринимательских инициатив. И в данном случае, конечно, вопросы рассматривались такие, как административное давление на бизнес, вопросы налоговой политики, вопросы участия бизнес-сообщества в повестке развития предпринимательства. И также Айсен Сергеевич дал поручение предпринимателям деловой России рассмотреть и участвовать в формировании инвестиционного стандарта в нашем регионе. Я думаю, что встреча прошла очень полезно, и думаю, что предпринимателям удалось высказать наболевшие вопросы и получить системные решения. С февраля меры социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден с учетом инфляции по итогам 2021 года. Так, материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 46 646 рублей и теперь составляет 524 527 рублей. Также на 8,4% проиндексирована ежемесячная выплата инвалидам, ветеранам, героям Советского Союза и России и другим категориям льготников. В Аймаконском районе, как и по всей республике, ситуация с заболеванием COVID-19 остается сложной. По последним данным, в районе 175 больных, в том числе 16 человек в инфекционном отделении, 2 в тяжелом состоянии, а 150 человек лечатся амбулаторно. 1/3 заболевших – дети. Генштаб района принял ряд мер и ограничений. Приостановлено проведение всех массовых мероприятий с участием детей. Также наращиваются темпы вакцинации. На сегодняшний день, на данный момент, 86% взрослого населения привито. Люди проходят и ревакцинацию. Конечно же, необходимо соблюдать все те же меры, которые были ранее предписывались. Это у нас и соблюдение масочного режима, и социальное дистанцирование. В Нюрбинском районе ежедневно оперштабом ведется мониторинг противовирусных препаратов. На данный момент в Нюрбинской ЦРБ для лечения больных имеется 1217 упаковок противовирусных препаратов, а также антибактериальные и гормональные препараты в достаточном количестве. Все общеобразовательные, детские и дошкольные учреждения дополнительного образования перешли на дистанционное обучение с 19 января. Подготовлены 2 обсерватора, это 2 помещения на 30 мест. Создан резерв дополнительных медицинских кадров из числа врачей и среднего медперсонала. С 27 января приостановлено проведение периодических медицинских осмотров. Медосмотр при поступлении на работу проводится по предварительной записи. Во всех наслегах запас противовирусных препаратов был в достаточном количестве. И сейчас они снабжаются Нюрбинской ЦРБ заранее. То есть не в тот день, когда выявляются больные, а заранее за 3-4 дня. У нас сейчас все амбулаторные больные, они обеспечиваются бесплатным противовирусным лечением. И также администрации Нюрбинского района были выделены 3 автомобиля в помощь поликлинике для обслуживания вызовов. И работает один автоволонтер, который доставляет бесплатные медикаменты больным.
По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было диагностировано более 19 миллионов новых случаев заболевания. 10 миллионов при этом человек скончалось. Как сегодня в республике борется с злокачественной болезнью? Смотрите в следующем материале. Как говорят специалисты, ежегодно в стране отмечается рост заболеваемости раком. Онкология на втором месте среди причин смертности. И Якутия не исключение. Между тем, в республике повышаются и показатели раннего выявления онкологических заболеваний. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии. Причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. По хирургии выполняются малоинвазивные расширенные операции на различных органах. В том числе мы достигли результатов по Дальнему Востоку. Мы в лидерах по выполнению операций на легких и операции по женской репродуктивной системе и по урологии. Так, на сегодняшний день 90% операций на почках у нас проходят малоинвазивным доступом лапароскопически, без разрезов. Якутские медики проводят и сложнейшие операции максимально щадящим образом. Так, онкологи в прошлом году провели первые 7 операций при раке органов головы и шеи с использованием высокотехнологического оборудования. Помимо этого, специалисты достигли высоких результатов в проведении химиотерапии путем подбора специализированных препаратов. Индивидуально каждому пациенту по генотипу подбираются определенные лекарственные препараты и проводится лечение индивидуально, что позволило нам достичь таких довольно-таки хороших результатов. Благодаря этому еще у нас в прошлом году открылась лаборатория ПЦР, которая позволяет нам выявлять геномы различных онкологических заболеваний для подбора таргетной терапии и определенных цитостатиков. Прием амбулаторных пациентов и лечение в стационарах онкологического диспансера Якутии не прекращается даже в период пандемии. Центр продолжает оказывать помощь больным, проводить операции, как плановые, так и экстренные. Якутский республиканский онкологический диспансер на сегодняшний день работает полную силу. И в прошлом году, и в этом году у нас, ни одного дня приема и лечения онкологических пациентов мы не остановили. Наоборот, мы взяли некоторые функции наших ЦАОПов, городских особенно, работу, прием, лекарственное лечение, взяли на себя. Начиная с 2019 года в республике открыты и работают 15 центров амбулаторно-онкологической помощи. В этом году такие учреждения откроют еще в 2 районах. А к 2024 году их количество должно составить 18. Центры призваны максимально приблизить онкологическую помощь населению на местах. Евгений Тайтонов, Якутск. В конце декабря прошлого года в рамках национального проекта здравоохранения главные врачи 11 районных больниц республики получили ключи от мобильных лечебно-профилактических комплексов на базе автомобиля КАМАЗ. Намская ЦРБ также получила новый комплекс. Медики отметили качество и доступность оказываемых услуг первичной медико-санитарной помощи населению Улуса. Комплекс уже начал активно осваиваться и совершать выезды в наследие. Комплекс полностью оборудован медицинской мебелью, оснащен медицинским оборудованием. И начиная с 23 января этого года мы уже начали свою выездную работу. Побывали в наших дальних наслегах, заречных наслегах, были уже в 7 населенных пунктах. И там проводилась мобильная выездная вакцинация и профилактические медицинские осмотры. Жители Ленского района продолжают получать приветы от виртуальных мошенников, обманным способом ворующих их реальные деньги. Более полсотни преступлений такого характера в Ленском районе совершено за 2021 год. Какие сегодня самые популярные среди них, выясняла Анна Кожевникова. 53 преступления в сфере мошенничества совершено в 2021 году по отношению к жителям Ленского района. Общий ущерб – около 21 миллиона рублей. На первую строку поднялись псевдоинвестиции. Граждане заходят на разные сайты, расположенные в сети интернет, непроверенные интернет-ресурсы, где с ними после регистрации связываются менеджеры якобы брокерской фирмы и предлагают гражданам вклады в разные инвестиционные фонды.
Ни прибыли, ни собственных средств назад, естественно, вкладчики не получают. Их виртуальные партнеры навсегда растворяются в интернет-пространстве. С начала текущего года подобных преступлений зафиксировано всего 2. Продолжают лидировать и случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Люди покупают чужие несуществующие товары за свои реальные деньги. Сложность в раскрытии преступлений обусловлена их виртуальным образом. Ни адреса, ни места проживания, ни портрета подозреваемого полицейские установить не могут. Тенденция по республике нынче негативная. Идет рост данного вида преступлений. Вот эти преступления в сфере так называемой информационно-телекоммуникационной технологий имеет место быть и представляют определенные сложности для правоохранительных органов в их раскрытии. Прежде всего это связано с их дистанционным способом совершения. Обманутая бабушка в Ленском районе стала, скажем так, источником обогащения какого-то, скажем так, мошенника где-то в Среднеазиатской республике, а порой и за территорией Российской Федерации. Поэтому профилактика – единственный способ снижения такого рода преступлений, как мошенничество в мобильном или интернет-пространстве. Сотрудники прокуратуры и полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными. Ведь прописные истины стары как мир. Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В эти дни в МГИ рабочая группа управления сельского хозяйства ознакомилась с ходом зимовки в сельскохозяйственных предприятиях. В прошлом году в районе было подготовлено 30 тысяч тонн сена, что составляет 95% от общего годового плана. Несмотря на засушливое лето, зерновые хозяйства перевыполнили план на 117%, что способствовало благоприятной зимовке скота. В ходе рабочей поездки с руководителями хозяйства обсуждены вопросы зимовки, обеспечения кормом и перспективы дальнейшего развития. В хозяйстве фермера Игоря Петрова зимовка проходит без больших трудностей. Зимовка этого года у нас идет благополучно. Корма у нас летом заготовлены, и сено, и сполна соломы. Сейчас купили комбикорм. В принципе, зимовка скота нормальная. Вот люди посмотрели, оценили, что состояние удовлетворительное, даже хорошее. В принципе, и лошади в нормальном состоянии, и коровы. Но работы очень много. Как мы все знаем, стойловый период у нас очень большой. Завершение о спорте. Сборная России одержала победу над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 3-2. В составе россиян результативными ударами отметились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У проигравших взятие ворот провели Евгений Серый и Данил Абакшин. В финале турнира сборная России встретится с португальцами, которые в своем полуфинале с аналогичным счетом обыграли испанцев. Финальная игра состоится 6 февраля. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.